Merhaba Ayşe. Merhaba Ruşen. Ben seni bir hafta görmedim. Nasılsın? Yaxşı. Sen kanalda tarcилов етіп başladın mı? Я стараюсь, хотя у меня плохо получается. Пытайся, старайся. Это единственный способ идти вперед. Ну, ты как всегда права. Кстати, а мы давно не виделись с нашим Тимур Аджа. Селям алейкум, достларым! Я тоже очень сильно успел соскучиться. Вместе с вами мы прошли серьезный этап пути по изучению родного языка. Научились знакомиться, представляться, правильно называть родственников и членов семьи, профессии, домашних животных и птиц. Узнали гласные и согласные буквы крымско-татарского языка, познакомились с правилами сингармонизма, числительными, падежами и личными местоимениями. В вашем личном словаре больше 200 слов, и вы уже начали составлять простые предложения. Но пора идти дальше, преодолевая все новые и новые вершины. Вперед! Зурна зовет! Так, что-то я разогнался и чуть не забыл проверить домашнее задание, которое было дано на прошлом занятии по изучению падежей крымско-татарского языка. Первое задание. Бырынджи вазифе. Вместо точек поставьте аффиксы местного и исходного падежей. Хушта, хуштан, тепсиде, тепсиден, копекте, копектен, карылгачта, карылгачтан, аккушта, аккуштан, анамда, анамдан, тиземде, тиземден, ашчыда, ашчыдан, демирде, демирден, кöyде, кöyден, сабада, сабадан, акшамда, акшамдан, кунде, кунден. Второе задание. Экынджи вазифе. Вместо точек напишите аффиксы местного и исходного падежей к личным местоимениям. Кымде, менде, сенде, онда, бызде, сызде, оларда. Кымден, менден, сенден, ондан, бызден, сызден, олардан. Третье задание. Учинджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Я живу в Ялте. Мен Ялтада яшаем. Книга на столе. Китап масада. Она поехала домой. О евгекетты. Они приехали из села. Олар койден келдилер. С утра я пойду в университет. Сабадан мен университетке баражам. Я пойду в школу с Османом. Мен мектепке Османнен баражам. Сағылныз, Тимур Аджа. А мы вот чуть не забыли, что надо было проверить домашнее задание. Айше, ну как ты могла забыть о таком? Как я могла забыть? А как ты мог забыть? Это ведь не я, а ты выполняешь домашнее задание. Между прочим, я тебе напомню, что я ученик, а ты учитель. Оджа. А, кстати, а как будет ученик по-крымско-татарски? Ученик Талибе. Талибе. Итак, ты Оджа, учитель, а я ученик, Талибе. И, как видишь, я свою задачу выполнил. Домашнее задание готово. А ты забыла, голова ты садовая. Кстати, я знаю, как это будет по-крымско-татарски. Хабах-баш. Мне так бабушка говорит, когда я что-то делаю не так. И она мне давала дословный перевод, это голова-тыква. Так что вот, получается, голова ты садовая. Я, значит, кабахбаш, а ты аклыбаш, то есть умная голова. Ну давай, умница, проверим, что ты знаешь о своей голове. А что голова? Голова как голова, с ушами, глазами и носом. Да, я как раз об этом. О твоем ухо, горло, носе. Как они звучат по-крымско-татарски? Ну давай, ахлыбаш, учи меня. Итак, твоя голова – баш. И приготовься записывать. Буду учить тебя, как учат маленьких детей. А где твой носик, а ротик, а ушки, а глазки? Айше, будь серьезней, пожалуйста. Хорошо. Итак, лицо по-крымско-татарски – бет или юсь, лоб – манлай, затылок – энсе, а нос – бурун. Повтори. Бет, лицо, маннылай, лоб, энсе, затылок, бурун, нос. Ага, а то, что ниже носа? Ниже носа – рот, агас. Во рту у тебя язык – тыль. Им ты много болтаешь. А, я помню, когда мы приходили в гости к тебе домой, ты говорила мне «чохлафетме». Теперь я могу то же самое сказать своему языку. Тиль, чохлафетме. Ты это сейчас сказал не своему языку, а языку вообще. Почему ты так решила? Ну, давай вспоминать правила. Помнишь, ты учился говорить, как тебя зовут? Да, миным адым Рушен, где миным мой, адым мое имя. Ну? А получается миным талем, чохлафетме. В этом случае можно и даже нужно не употреблять слово «миным», потому что аффикс в последующем слове указывает к принадлежности к слову «мой». Получается талем, чохлафетме. Угу, верно. Идем дальше. Дудаклар – губы, тышлер – зубы. Дудаклар – губы, тишлер… Дудаклар. Дудаклар – губы, тишлер – зубы. Почему-то эти слова самые длинные на моем лице. Потому что к словам «дудах», «губа» и «тыш» – «зуб» прибавились аффиксы.
Погоди, Айше, я сам объясню это Рушену, но сначала скажу, что ваш разговор относится к теме тела человека. Инсан вуджуда. Инсан – это человек, вуджуд – это тело. Теперь к вопросу Рушена. Хотя мы довольно часто предлагали ему запомнить слова во множественном числе, давно пора уже объяснить принцип их образования. Да ты, наверное, и сам это понял уже, Рушен. Как всегда, это всемогущие аффиксы. Именно так, и в данном случае их всего два – лар и лер. То есть берется основа слова, к примеру, друг, дост. Прибавляем аффикс лар, получается друзья, дост-лар. Берем слово дом, эв. Добавляем аффикс лер, получаем дома, эвлер. Как видишь, все очень просто. А какой из двух аффиксов нужно поставить, это тебе к известному правилу сингармонизма. Если слово заканчивается слогом с твердой гласной, то во множественном числе добавляется аффикс лар. Если мягкой, то добавляется аффикс лер. Ну, теперь сам попробуй поставить правильные аффиксы к тем частям головы, упоминая о которых мы применяем множественное число. Сач – волос, Сач – волос, сачлар – волосы. глаз – кось, Кось – глаз, козлер – глаза. бровь – каш, Каш – бровь, кашлар – брови. ресницы – кырпык, Кырпык – ресница, кырпыклар – ресница. кирпиклер. Кырпыклер – ресница. Я даже немного устал, если честно. Немного осталось. Щека – янак. Янак – щека, янаклар – щеки. И последнее – ухо – кулак. В смысле кулак? У меня на голове уши, а не кулаки. Да не кулак, а кулак. Повтори. Кулак – ухо, Кулак. кулак – ухо и кулаклар – уши. Правильно? Рассмешили вы меня своими ушами, кулаками. А если серьезно, вижу, с аффиксами множественного числа Рушен справляется легко, заодно изучая тему инсан вуджуда – тело человека. Но со множественным числом есть два несложных правила, о которых нужно помнить, говоря по-крымско-татарски. Первое правило. Если существительное, которое по смыслу предложения имеет множественное число, стоит рядом с числительным, то оно употребляется в единственном числе. Запутались? Ничего, сейчас станет понятно. Возьмем пример с тем же словом «дост». Во множественном числе «достлар». Но если рядом поставить любое числительное, например, 5, то нужно говорить не беш достлар, а беш дост. Голова баш, головы башлар. Но 10 голов он баш. Правило второе. Оно похоже на первое. Существительное всегда стоит в единственном числе, если рядом стоит слово, обозначающее множество. Это такие слова, как масса, куча, много, стадо. К примеру, люди. Адамлар – много людей, чок адам. Я надеюсь, ты все запомнил? Даже если слово имеет значение множественного числа, оно всегда употребляется в единственном числе, если, во-первых, рядом стоит числительное, во-вторых, есть слово, обозначающее множество. Ну, я запомнил. А теперь давай проверим. Переведи на крымско-татарский язык глаз, глаза, два глаза. Так, в первом случае глаз в единственном числе, а в двух других во множественном. Получается кось, козлер и эки козлер. Есть у меня, конечно, одна мысль, но хочу ее сначала проверить, прежде чем озвучить. Итак, дом, дома и много домов. Подсказываю, в последнем словосочетании есть слово, обозначающее множество, поэтому будь внимателен. Но это же просто. Эвлер, чох, эвлер. Ухо, уши и 4 уха. Че ты мне как первоклашку закидываешь заданиями легкими? Кулак, кулаклар, дёрт, кулаклар. Ну давай, озвучивай свою мысль. А мысль у меня такая. У тебя не только голова, как тыква, ну, в смысле ты хабахбаш, но и у тебя и хоть 2 уха, а ты ими ничего не услышал. Да что опять не так с моей головой? Я все аффиксы правильно применил. Кось и эф – мягкая основа, поэтому кось – эвлер. Козлер – эвлер, а кулак – твердая основа, поэтому кулаклар. Тебе только что Тимур Оджа объяснил. В сочетании с числительными и словами, обозначающими множество, существительные стоят только в единственном числе. Где были твои голова и уши, когда он это говорил? Ладно, стоп, Айша, я просто так увлекся, что во множественном числе 2 таких простых аффикса. Давай попробуем сначала. Глаз, глаза, 2 глаза. Кось, козлер, эки кось. Дом, дома, много домов. Эф, эвлер, чох, эф. Ухо, уши, 4 уха. Кулак,
кулаклар, дёрт кулак. Аферим, Рушен! Давай доведем тему множественного числа до конца. Рушен, ты, конечно, помнишь об аффиксах принадлежности к местоимениям единственного числа. Помню, я еще мне сегодня напоминала, когда я употреблял с этими местоимениями слово «ад», имя, когда знакомился. Первое лицо – я, мен, меным. Мое имя – меным, адым. Второе лицо – ты, сен, сенын. Твое имя – сенын, адын. Третье лицо – он, она. О, онын. Его имя – онын, ады. Хорошо, значит, пришло время рассказать тебе об аффиксах в словах во множественном числе, сопровождающих местоимение принадлежности. Смотри и запоминай. Множественное число. Первое лицо. Мы, быз, бызым. Наши глаза. Бызым, козлерымыз. Второе лицо. Вы, сыз, сызың. Ваши глаза. Сызың, козлерыңыз. Третье лицо. Они, олар, оларның. Их глаза. Оларның козлері. Эти аффиксы прибавляются и к сопутствующим глаголам. К примеру, вы увидели. Сыз көрдіңіз. Они приехали. Олар келділер. Кстати, можно сказать и олар келді, поскольку множественное число уже передает местоимение олар. Сможешь составить словосочетание с местоимениями во множественном числе? Поглядывай в таблицу аффиксов. Итак, волосы – сачлар, зубы – тешлер. Якщо Оджам, так, наши волосы и зубы. Bizim saçlarımız, dişlerimiz. Ваши волосы и зубы. Sizin saçlarınız, dişleriniz. Их волосы и зубы. Onların saçları, dişleri. Правильно, Догру. А теперь перейдем к целым предложениям. Он увидел ее красивые глаза. О, как у тебя? Ладно, шучу. О, onun Дюльбер, козлерını gördü. Молодец. Нас услышало много ушей. И не торопись, опять это слово много. И запомни, слышать эшитмек, услышал эшитта. После твоих комплиментов в моей голове и ушам уже не ошибусь. Так, bizны çok kulak eşitilir. Немного не так. Помни, что слово «много» уже указывает на множественное число и диктует свою волю не только существительному, но и глаголу. Поэтому еще раз. Значит, и уши, и услышали нужно употребить в единственном числе. Bizны çok kulak eşiti. Да, ты делаешь успехи. Хочу вас похвалить. С темой, которая только на первый взгляд казалась такой легкой, вы справились. Сейчас закрепим ее, выполнив домашнее задание. Первое задание – биринчи вазифе. Добавьте к словам аффиксы множественного числа. Второе задание – экинчи вазифе. Расклоняйте словосочетания во множественном числе, ставя нужные аффиксы. Третье задание – учинчи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык.